В Национальном музее организован необычный проект «Семейная суббота». Тут можно в прямом значении слов прикоснуться к истории и стать более культурным человеком. В Национальном музее Республики Башкортостан регулярно проходит акция «Семейная суббота». На этот раз тематика – археология. Ребята вместе с родителями знакомятся с этой наукой не только по рассказам, но и реально у них есть возможность прикоснуться к реальным артефактам. Что нового ты сегодня узнала? Сегодня я узнала, как древние люди создавали орудия, то, что они сначала из больших камней, ударяя друг об друга, делали более маленькие, и с помощью них они могли содрать шкуру с медведя, порезать что-то. Также я узнала то, что еще в древности люди делали фигурки женщин, и также самое интересное то, что они делали пломбы из смолы. Как ты думаешь, какая польза от этого мероприятия? Я считаю, что такие мероприятия очень полезны, потому что людям нужно знать их историю, как они появились. Также мы все изучаем это в школе, и такая выставка может наглядно показать нам, с чего все начиналось. А вы знаете, что древний человек был весьма умен и сообразителен, ведь у него были различные орудия. Он использовал инструменты, чтобы облегчить свой ежедневный труд. Вот посмотрите, эти все приспособления были в ходу у неандертальцев. Кстати, на территории нашего Башкортостана было немало стоянок этих самых древних племен. И кое-что сохранилось и по сей день. Как тебе такая идея от этих экскурсий? Мне нравится узнавать много интересного, допустим, каменный век. Я не знал, что у мамы-то сколько было зубов, допустим. Как ты думаешь, какая польза от таких экскурсий? Лично мне кажется, что от этих экскурсий очень много пользы, так как мне придется ОГЭ сдавать, мне придется рассказывать эти истории младшему братишке. А это зубы мамонта. Вот такие большие. Да уж, мамонты не блистали голливудской улыбкой. Что только не узнаешь во время таких семейных суббот. Так что хватайте родителей и вперед в музей знакомиться с культурой нашего края. Встречи бывают на самые разные темы, так что отслеживайте мероприятия и, конечно же, регулярно посещайте музеи. Амира Гельмединова, Татьяна Никитина, специально для Горы новостей.